Добрый день. Меня зовут Камиль Галеев. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, кто такие американцы. Вопрос, вынесенный в заглавии к этому видео, следует понимать в самом прямом смысле. Давайте откроем этническую карту США. Здесь можно увидеть, люди какого происхождения составляют большинство в каждом округе, county этой страны. Что мы здесь видим? Во-первых, большую часть территории США занимает Германский океан. Немцы – это крупнейшая этническая община, и потомки немцев численно доминируют на большей части территории страны. Во-вторых, на юго-востоке мы видим афроамериканский архипелаг. Там живут потомки плантационных рабов. В-третьих, на границе с Мексикой мы имеем полосу сплошного мексиканского заселения. И, наконец, на восточном побережье у нас есть кластеры англичан, ирландцев, французов, а на севере, по границе с Канадой, даже финнов и норвежцев. Казалось бы, все по полочкам. Тут одна община иммигрантов, там другая община иммигрантов. Все ясно и понятно. Но есть один странный момент. Заметили его? Если вы обратите внимание, в юго-восточной части страны мы наблюдаем длинную светло-желтую полосу. А какой этнос обозначен на этой карте светло-желтым? Americans. Американцы, то есть. Стоп. Это вообще кто такие? Первая мысль, конечно, что это индейцы. Но если присмотреться к карте поближе, то мы увидим, что индейцы выделены здесь отдельным цветом. Индейцы – это American Indians. Американские индейцы, если буквально. А здесь идет речь не о коренных американцах, а просто об американцах, без уточнений. Складывается интересная картина. Получается, что в стране, которая традиционно воспринимается как страна иммигрантов, и где люди определяют себя по стране происхождения, Германия, Англия, Мексика, есть группа населения, которая этот принцип начисто отвергает, которая отказывается определять себя по стране, откуда они приехали, и считает себя просто американцами, не только в плане гражданства, но и в плане этничности. Таких людей много, и странным образом они сконцентрированы в одном конкретном регионе, который тянется от Больших Апалачей на запад, в сторону Техаса. Это очень важный момент для понимания и прошлого, и настоящего Соединенных Штатов Америки. И чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно открутить наше повествование на несколько столетий назад. Итак, к делу. Когда мы говорим о заселении Британской Америки в 17-18 веках, мы ее обычно не очень дифференцируем. Вот есть Америка, заселили ее англичане. Понятно и логично. Есть только одна проблема. Восточное побережье современных США, где, собственно, США и начинались, это набор совершенно разных регионов, которые заселяли совершенно разные люди. Или, если точнее, представители абсолютно разных культур с Британских островов. Кто это были? Во-первых, пуритане. Кто такие пуритане? Как вы знаете, в XVI веке Англия вышла из подчинения Риму. Главой церкви стал не Папа Римский, а английский король. Монастыри были распущены, Библия переведена на английский, право на апелляцию в Рим отменено, и так далее. Казалось бы, дело зашло далеко. С точки зрения католиков, даже слишком далеко. Проблема в том, что в Англии жило полным-полно людей, которые считали, что работа не доведена до конца. То есть то, что порвали с Римом, прекрасно. То, что перевели Библию на английский, еще лучше. Но какого черта мы оставили епископат? Какого черта в церквях все это пышное убранство, статуи там? Почему в церквях продолжаются пышные службы с песнопениями, с музыкой? Это все папизм, идолопоклонство. Короче говоря, это были люди, которые считали, что реформация в Англии не доведена до конца, и это проблема. Они хотели очистить церковь, purify ее от католических атовизмов.
Поэтому окружающие назвали этих людей пуританами, очистителями. За что выступали пуритане? В догматическом плане за кальвинизм. Кальвинизм, например, включает в себя учение о предопределении. Свободы воли не существует. Господь заранее предопределил, спасешься ты или погибнешь, попадешь в рай или в ад. И ничего ты с этим сделать не можешь. Казалось бы, из этого следует, раз так, живи и радуйся. Если ты все равно не можешь повлиять на свою судьбу, то нет смысла этим заморачиваться. Это взгляд современного человека. Но пуритане делали противоположный вывод. Наоборот, надо все свое время, все свои помыслы, все свое внимание уделить религии и служению Богу. И надеяться, что, может быть, Господь внес тебя в число избранных, и ты спасешься. В плане церковной организации пуритане выступали за децентрализованную церковь. Не надо иерархии, не надо епископов. Прихожане сами выбирают священников, и священники эти пользуются при этом абсолютной властью над своим приходом и над своей паствой. Наши с вами дедушки и бабушки назвали бы эту систему демократический централизм. Стиль жизни у пуритан был пуританским. К черту музыку, к черту танцы, к черту развлечения, песни, пляски, искусство, театр. Надо учиться, молиться, работать. И тогда Господь тебя простит. Пуритане ненавидели народные праздники и развлечения и регулярно срывали их. Такие, например, как празднество майского дерева, популярное в Англии. Тут есть еще вот какая проблема. Большинство из моих слушателей, я так полагаю, это этнические христиане. И это создает трудности. Потому что христианский мир за последние века, он настолько дехристианизировался, что большинство этнических христиан, все эти терки между католиками, англиканами, пуританами, уже непонятны. Непонятна сама суть разногласий между этими направлениями. Для потомков христиан все это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. А вот кому объяснять все это легко и просто, так это мусульманам. Объясняю, для мусульман. Религиозный расклад в тогдашней Англии проще всего понять следующим образом. Католики – это шииты. Англикане – это суфии. А пуритане – это ваххабиты. Если подумать, доктрина ваххабизма практически неотличима от доктрины пуританства. И пуритане, и ваххабиты считали, что их религия, ислам или христианство, изначально была чистой и заключалась в поклонении Богу и только Ему одному. Но потом она была испорчена новшествами. Жрецы, шейхи в случае ислама и епископы в случае христианства насадили иерархию, извратили изначальную чистоту веры и заменили строгое единобожие идолопоклонством. Короче, была община верующих, а стала РПЦ. Католицизм и шиизм в этой парадигме представляют собой наиболее испорченный вариант религии, наиболее жреческий, наиболее идолопоклоннический, наиболее испорченный новшествами. Суфизм и англиканство не настолько испорчены и представляют из себя некоторую переходную ступень между строгим единобожием и идолопоклонством. Ну а ваххабизм и пуританство, соответственно, это самое чистое, самое монотеистическое направление религии. И пуритане, и ваххабиты полагали, что они не модернизируют религию, а напротив, возвращаются к истокам веры. Все это объединяет тогдашних пуритан и нынешних ваххабитов. Пуритане уничтожали католические и англиканские святилища, а ваххабиты – шиитские и суфийские. Пуритане боролись с католической и англиканской обрядностью, а ваххабиты с шиитской и суфийской. Пуритане боролись против епископов, ваххабиты против шейхов. Пуритане боролись против почитания святых и Девы Марии, а ваххабиты против чрезмерного почитания мусульманских святых, а также халифа Али и имама Хуссейна. Короче говоря, и там мы видим бунт против сложившейся религиозной традиции и религиозной иерархии. Причем легитимизируется этот бунт через обращение к истокам веры. Там даже язык один. Вот как ваххабиты борются против новшеств, беда, стараясь очистить от них ислам. Также и пуритане боролись против папистских новшеств, popish innovations, желая очистить от них христианство. Для ваххабитов главный враг – это идолопоклонство, и для пуритан тоже. Неудивительно,
что европейцы, узнав о ваххабитской религиозной реформе, идущей в глубинах Аравии, назвали ваххабитов пуританами пустыни. Короче говоря, для того, чтобы понять раннюю, да и современную историю США, имеет смысл иметь в виду вот что. Новая Англия, ключевой культурный регион США и поэтому мира, была основана христианскими ваххабитами. А как пуритане вообще оказались в Америке? Там произошла вот какая история. Мы с вами знаем, что государственная религия в Англии – это англиканство. Проблема только вот в чем. Англиканство – это не религия. Англиканство – это просто форма церковной организации. Главой церкви является король. Король командует епископами. Король решает что да как. Проблема в том, что разные короли, они решали по-разному. В XVI веке накал реформации в Англии только нарастал. Генрих VIII сделал робкие шаги в сторону реформации. Его сын и наследник Эдвард пошел дальше. А вот уже Елизавета была хардкорной протестанткой. Она насаждала в Англии кальвинистскую теологию. Типа, что все предопределено. Кому Господь предопределил спасти, те попадут в рай. А кому нет, те пошли нахер. Так учила Елизавета. В итоге структура англиканской церкви оказалась совершенно идиосинкразической. Чисто католическая организация дел. Епископы, священники, прихожане. Вертикаль власти. И при этом абсолютно кальвинистская идеологическая начинка. И это создавало проблемы. Почему? Да потому что все другие кальвинистские церкви в Европе были демократическими. Не было ни одной, которая бы сохранила епископат. То есть англиканская церковь, она представляла из себя некоторого Франкенштейна. Тут вы можете задаться вопросом, а почему все это вообще так важно? Почему всякие там короли и власть имущие придавали столько значения вопросам церковной организации и догматики? Какого черта? И я отвечу вам. В описываемую эпоху церковь – это ТикТок. Мы говорим об обществе, в котором очень мало контента и очень мало культурной инфраструктуры. Церковь в эту эпоху – это главный механизм унификации мемов и унификации контента. И поэтому политические силы 16-17 веков боролись за право определять контент церковный, проповеди, там службы всякие, примерно по тем же причинам, по которым сегодня они борются за право определять контент Фейсбука и Ютуба. Короче говоря, к концу XVI века англиканский Франкенштейн, католический по своей организации и кальвинистский по своей идеологии, представлял из себя легкую мишень для критики слева, со стороны крайних протестантов. Уже к концу своей жизни Елизавета начинает воспринимать пуритан как реальную угрозу. В 1590 году она пишет шотландскому королю Якову: «Предупреждаю тебя, что и в твоем, и в моем королевстве появилась губительная секта, не желающая признавать королей, а только пресвитеров, желающая занять наше место и получить наши привилегии». После смерти Елизаветы ее престол унаследовал шотландский король Яков. Так на английский престол сели стюарты. Стюарты делают крутой поворот. Если Генрих, Эдвард, Елизавета, они все шли влево в сторону усиления реформации, то стюарты поворачивают Англию вправо. Яков восстанавливает многие элементы католической обрядности. Пышные ритуалы, вставание на колени во время принятия таинств и так далее. Он твердо встает на защиту епископата, заявляя «no bishop, no king». Мол, епископов не будет, значит и короля не будет. Его сын и наследник Карл идет еще дальше. Он меняет доктрину англиканской церкви, заменяя кальвинистскую теологию на арминианскую. Мол, нет никакого предопределения, а есть только свобода воли. Выберешь зло – попадешь в ад. Выберешь добро – в рай. Так учил Карл Стюарт. Примерно как-то так и сформировались две традиции внутри англиканской церкви, которые уже гораздо позже назовут высокой и низкой церковью. Высокая церковь – это вера в свободу воли, это пышная обрядность, это музыка, это толерантность к развлечениям, и некоторая свобода нравов. В общем, поближе к католицизму. Низкая церковь – это предопределение, никакой свободы воли. Это работа, молитва, учеба, тяжелый беспросветный труд,
от рассвета до заката, без каких-либо развлечений. В общем, поближе к кальвинизму. При Стюартах рулила высокая церковь, и пуритан щемили. Их сажали, штрафовали, отрезали носы и уши. В общем, издевались как могли. Поэтому группа пуритан, отцы-пилигримы, сели на корабль Мэйфлауэр и уплыли в Америку, где основали колонию Массачусетс. Вслед за ними последовали и другие. Так оформился первый из культурных регионов Америки – пуританский. Как он выглядел? А очень интересно. Это была жесткая теократия, моральная диктатура. Работа, учеба, молитва и все. Тунеядство было уголовным преступлением. Неумеренность тоже. Один из законов колонии Массачусетс на полном серьезе гласил: человек, нарушивший границы умеренности, будет сурово наказан. Понятно, что за более серьезное преступление, типа богохульства, казнили. Когда мы говорим об охоте на ведьм в Британской Америке, мы как-то забываем, что вообще все видовские процессы до единого были сосредоточены в одном единственном регионе – в пуританской Новой Англии. Новая Англия была охвачена перманентной лихорадкой охоты на ведьм. Скажем, в одном из новоанглийских городков обвинению в колдовстве за свою жизнь подвергалось 25% всех женщин, каждая четвертая. Короче, климат общества понятен. Это непрекращающаяся моральная паника. Уличить, разоблачить, признать несоответствующим высоким моральным стандартам. Тут, конечно, можно было бы провести некоторые параллель с современностью, но поскольку материал исторический, делать этого я не буду. Пока отмечу только, что охота на ведьм – это феномен только и исключительно пуританский. Можно было бы предположить, что пуритане – это тупые, необразованные мракобесы. Но это не так. Наоборот, пуританская Новая Англия была самым высокообразованным регионом не то что в Америке, тут и сравнить ее не с чем, а возможно и во всем мире. Но вот, скажем, первый в мире закон о всеобщем школьном образовании был принят именно в пуританской Новой Англии. И знаете, как он назывался? Закон о древнем искусителе сатане. Он начинался так. Одна из забот этого древнего искусителя сатаны – это удерживать людей от чтения священного писания. Мораль ясна. Все должны уметь читать, чтобы читать Библию. Ну а неграмотность, необразованность – это все происки лукавого. Еще один парадокс Новой Англии – это ее демографическая динамика. Сексуальная жизнь регулировалась там жестче, чем где бы то ни было еще. За внебрачный или добрачный секс пороли плетьми, сажали, казнили и регулярно. Естественные сексуальные инстинкты жестко подавлялись. При этом регион рос невероятными, невообразимыми темпами. Скажем, еще в середине XVIII века в Новой Англии приходилось примерно 9,5 рождений на каждую женщину. И это только выживших детей. Все жители Новой Англии были обязаны жениться и рожать детей. Городские власти выискивали холостых и незамужних и заставляли их вступить в брак под угрозой тюремного заключения. В результате 98% всех взрослых пуритан были женаты или замужем, в то время как дома в Англии эта цифра составляла лишь 73%. Пуритане считали безбрачие и холостую жизнь грехом. Они верили, что девушки, умершие невинными, попадут в ад и будут там вести за собой обезьян. А вообще мы тут имеем интересный парадокс. Подавляем сексуальную жизнь, размножаемся как кролики. Перестаем ее подавлять, прекращаем размножаться вообще. Тут есть над чем подумать. В социоэкономическом плане пуританское общество было самым эгалитарным в Америке. Там не было таких громадных состояний, как на юге, но не было и такой крайней нищеты. Священники, руководившие новоанглийским обществом, обязывали богачей заботиться о своих менее удачливых соседях, если, конечно, те были трудолюбивыми и богобоязненными. Если вы хотите визуально представить себе картину пуританского общества, представьте себе вот что. Самый север современных США. Зима, мороз, веет вьюга. Рано с утра в церковь, стоящую в центре поселения, стягиваются пуритане.
Каждый несет с собой ружье на случай внезапного нападения индейцев. Церковь не натоплена. Ее вообще никогда не топят. Помимо религиозных функций, это еще и склад боеприпасов. Поэтому там трындец как холодно. Проповедь длится 4 часа, 2 кусками по 2 часа каждый. Уйти пораньше нельзя. Прервать тоже. Прервать проповедь просто потому, что прихожане замерзли – позор для священника. И вот они все стоят и мерзнут, мерзнут, мерзнут. Отмороженные на проповеди пальцы, которые потом приходилось ампутировать, это достаточно нормальная практика для пуританского общества. Короче, пуритане, они не жили, они пробивались по жизни с боями и потерями, не щадя ни себя, ни других. Полной противоположностью пуритан были кавалеры. Как я уже раньше сказал, к 17 веку в Англии сформировались 2 культуры. Одна – культура низкой церкви, близкая к кальвинизму. Молись, работай, учись. Другая – культура высокой церкви, близкая к католицизму. Живи и давай жить другим. Пока на троне сидели стюарты, они щемили сторонников низкой церкви, и те бежали на Мейфлауэре в Америку, основав Новую Англию. А потом в Англии началась гражданская война между пуританами и кавалерами. Они, как вы видите, и визуально выглядели по-разному. Пуритане поддерживали парламент, а кавалеры – короля. Вот хорошая картина, иллюстрирующая различия между 2 этими культурами. Когда ты последний раз видел своего отца? Пуритане заняли поместье кавалера, но не смогли найти своего врага. Зато они поймали его семью, и выясняют у сына. Когда ты последний раз отца своего видел? Мы хотим с ним пообщаться. Пуритане одержали в гражданской войне сокрушительную победу. Королю отрубили голову, и в Англии была установлена республика. Разумеется, что кавалеры подверглись репрессиям. Многие из них погибли в процессе, других разоряли. Хоть ты наш враг, но мы тебя не казним, просто заплати штраф за то, что воевал против парламента. Где-то размером в 8-10 годовых доходов с твоих поместий. То есть их не столько уничтожали физически, сколько целенаправленно разоряли. Куда им было деваться? Некоторые бежали на континент, наниматься в армии европейских государств. Другие попытались прибиться ко двору изгнанных стюартов. Третьи сделали более удачный, с моей точки зрения, выбор. Дело в том, что ровно за год до начала гражданской войны в Англии король Карл I Стюарт принял важное и долгоиграющее решение, может быть, самое важное и долгоиграющее за всю свою жизнь. Он назначил губернатором колонии Вирджиния сэра Уильяма Беркли. А вот сейчас стоп-кадр. Давайте обсудим, может ли отдельный человек поменять ход истории? Какова вообще роль личности в истории человечества? Некоторые, такие как Маркс, считали, что отдельная личность ничего не решает. Все решают объективные процессы. Другие, такие как Карлейль, придерживались противоположной точки зрения. Карлейль вообще говорил, что вся история человечества – это только история великих людей и их деяний. Мне кажется, что ни Маркс, ни Карлейль не помогут нам разобраться в этом вопросе. Их концептуальный аппарат слишком груб и недостаточно проработан. Поэтому, чтобы решить эту проблему, нам придется обратиться к идеям более тонкого мыслителя – Виталия Кличко. К Кличко у нас принято относиться как-то снисходительно, а зря. Кличко – это крупнейший философ постсоветского пространства, причем философ, работающий скорее в парадигме восточной, чем западной философии. Так вот, одно из самых важных наблюдений Кличко стоит в следующем. Двери позволяют проходить сквозь стены. Я вхожу всегда через двери. Кличко гениально заметил, что пространство и время, они неоднородны. В этом пространстве есть стены, и они преграждают тебе путь. Но иногда в этих стенах открываются двери. И великая личность – это тот, кто сумел через дверь пройти, воспользовавшись шансом
изменив ход истории, как сэр Уильям Беркли. Как выглядела Вирджиния на момент его назначения? Это была самая старая из английских колоний в Северной Америке. Ее пытались заселять еще при Елизавете, но неудачно. Следующая попытка была при Якове Стюарте, но она тоже не принесла особого успеха. Поэтому Уильяму Беркли на момент своего назначения пришлось иметь дело с очень малонаселенной, там жило всего около 4000 человек, колонией, находившейся к тому же в полном раздрае. Если иммиграция в пуританские колонии жестко контролировалась, и туда кого угодно не пускали, туда нельзя было попасть без пачки рекомендательных писем, то в Вирджинию пускали кого угодно. И в итоге она была населена всяким сбродом. Через год после назначения Беркли в Англии начинается гражданская война. И кавалеры с треском ее проигрывают. И что делает Беркли? Он приглашает их в Вирджинию. Из всех иммигрантов в Вирджинию в эту эпоху, чьи политические взгляды известны, 98% сражались в гражданской войне за короля. Это невероятно важный момент. Во всей Британской империи одна только Вирджиния была местом, где кавалеров ждали и куда кавалеров звали. И Беркли, он их не просто приглашает. Он целенаправленно формирует из них колониальную элиту. Как это происходило технически? Беркли берет крупнейших дворян-кавалеров и назначает их в Королевский совет колонии Вирджиния. Королевский совет – это был главный административный орган, который этой колонией управлял, и самое главное, который распределял земельные участки. Что делают кавалеры? Распределяют все участки между собой. Как-то так и сложился тот экономический строй, который мы до сих пор ассоциируем с югом. Крупное плантационное землевладение. Надо сказать, что Вирджиния была идеальной площадкой для развертывания плантационной экономики. Там отлично растет табак и другие колониальные товары. Она имеет выход к морю. Более того, ее побережье усыпано эстуариями десятков судоходных рек и имеет кучу удобных естественных гаваней. Давайте посмотрим на эту карту колониальной Вирджинии. Как видите, здесь масса рек, берега которых усыпаны десятками плантаций. Что это означает на практике? А вот что. Благодаря развитой речной системе плантаторы могли экспортировать свой товар в Европу напрямую и не нуждались в посредничестве города. Поэтому плантация была здесь самодостаточной экономической единицей, завязанной не столько на местную, сколько на мировую экономику и живущей за счет трансатлантического экспорта колониальных товаров. Поскольку плантации были самодостаточны, то нужды в городах здесь так и не возникло. В итоге на юге вообще не было городов в европейском смысле слова, а были только плантации. В отсутствии значимых городов единственной серьезной силой в этом регионе стала землевладельческая аристократия, стоящая из кавалеров и их потомков. Это был единственный социальный класс, обладавший богатством и властью, и их влияние никем не уравновешивалось. Знаете, Дизраэли учил: никогда не читайте книг по истории, а читайте одни только биографии. Там вы найдете все, что вам нужно знать. В целом я разделяю эту точку зрения. Я бы только добавил следующее. Помимо биографий, нужно читать еще и генеалогии. Ну вот, например, то, что я рассказал про кавалерскую эмиграцию в Вирджинию и генезис Старого Юга, может прозвучать несколько абстрактно, не relatable. И это при том, что как минимум про одну из старых кавалерских династий вы совершенно точно слышали. Это династия Вашингтонов. Вот Вашингтон, Д.С., Вашингтон, округ Колумбия, столица Соединенных Штатов Америки. А это Вашингтон Олд Холл, старый дом семьи Вашингтонов, расположенный в городке Вашингтон, в Дараме, что на севере Англии. Вашингтоны были английской помещичьей семьей и семьей кавалерской. Во всех гражданских конфликтах они твердо стояли за короля. Лоренс Вашингтон при короле был проктором в Оксфордском университете. Естественно, что после поражения короля в гражданской войне он был лишен всех должностей, разорен штрафами и умер в нищете. Поэтому его сыну, Джону Вашингтону, пришлось уплыть в Вирджинию. Там он основал плантацию, разбогател, а уже его внук Джордж Вашингтон стал первым президентом независимого государства Соединенных Штатов Америки. Джордж Вашингтон жил на своей плантации Маунт Вернон в Вирджинии. И выбирая место для новой федеральной столицы США,
Он выбрал локацию недалеко от своего поместья. Короче говоря, город Вашингтон был построен именно на этом месте затем, чтобы Джорджу Вашингтону было недалеко ездить отсюда со своей плантацией. Вот так, на примере одной семьи, мы можем проследить общий социологический портрет южных элит. Плантаторский класс в конечном счете восходит к эмигрантам-кавалерам, потерпевшим поражение в английской гражданской войне. Плантация и рабовладение – это типа как синонимы. Но так было не всегда. Когда плантационное хозяйство только начиналось, сами кавалеры землю, конечно, не обрабатывали. Для этого они приглашали с британских островов подневольных рабочих, indentured servants, и поручали эту работу им. Как был организован рекрутинг indentured servants? Один вариант – это то, что кавалеры посылали в Англию, Шотландию, Ирландию своих агентов, и те предлагали подписать контракт. Хозяин оплатит тебе путешествие в Америку, а ты за это 5-7 лет должен отработать на его плантации. Многие соглашались. Другой вариант – это то, что народ в Британских островах набирали сами капитаны кораблей, сами финансировали поездку, но потом продавали своих пассажиров с аукциона. Кто купит, тот и получит право пользоваться трудом подневольного рабочего в течение следующих лет. Положение подневольных рабочих было тяжелым. На них конкретно так оттягивались. Например, существовало правило, что если подневольная работница забеременеет, то к сроку ее службы добавляется еще несколько лет, потому что хозяин потерял ее труд на время беременности и кормления ребенка. Поэтому плантаторы насиловали своих работниц, чтобы те беременели и срок их службы продлился. Управы на плантатора в этом обществе не существовало. Проблема заключается в том, что на жарком и влажном юге белые подневольные работники слишком быстро умирали от плантационного труда. Поэтому со временем плантаторы закупали все меньше подневольных рабочих из Европы и все больше черных рабов из Африки. Африканцы выживали в парилке американского юга чаще и дольше. Вообще, из сказанного может сложиться ощущение, что американский юг, он типа как отсталый. Для современников, конечно, это выглядело совсем не так. Юг был гораздо сложнее севера в экономическом плане, и денег там было больше. Приведу пример. Ну вот смотрите, какой у нас есть основной массовый источник по английскому простонародью в 17 веке? Ну, это, конечно, церковно-приходские книги. Церковные приходы, к которым в Англии были приписаны все, они вели книги по членам прихода. Там была записана вся основная, я бы сказал, анкетная информация. Родился, крестился, женился, завел детей, умер. Их вели в Англии, вели и в Новой Англии. Но с одной важной модификацией. Знаете, какая анкетная графа присутствовала в английских церковно-приходских книгах и отсутствовала в новоанглийских? Профессия. Ну вот смотрите. Английское общество в 17 веке, оно было сложным и специализированным. Ты не работник вообще, а ты мельник, или кузнец, или фермер, или плотник. Короче, у тебя есть профессия, основное дело, которым ты занимаешься, а всеми остальными занятиями уж постольку-поскольку. Так вот, в Новой Англии, на пуританском севере, эта графа просто исчезает за исчезновением самого явления. У пуритан в Новой Англии никаких профессий не было. На пуританском севере каждое домохозяйство было самостоятельной экономической единицей, которое вело натуральное хозяйство и занималось сразу всем. Каждое домовладение выращивало еду, чинило свой дом, шило и ткало одежду. Короче, каждое домохозяйство – это замкнутая экономическая единица, не специализированная. Понятно, что в таких условиях пуританская новоанглийская экономика была чудовищно неэффективной. А вот юг, он как раз был крайне специализированным. Вообще не задумывались, почему в британском английском и в американском английском для слова «фабрика» используются разные слова. В британском английском factory, в американском plant. Что такое вообще plant?
а это плантация. Дело в том, что плантация – это был самый сложный экономический юнит, который в Америке вообще знали. А потому, когда в Америке стала появляться первая промышленность, фабрики осмысляли по аналогии с уже хорошо известными плантациями. Вот есть хлопковая плантация, вот есть сахарная, вот есть рисовая, а теперь будет еще сталелитейная плантация. И вот юг, он как раз производил товары на экспорт. Вообще вы многое поймете в отношениях севера и юга, если примете внимание, что между севером и югом существовал неразрешимый конфликт экономических интересов. Юг хотел максимальной свободы торговли. Юг хотел напрямую гнать свои товары в Европу и закупать там товары промышленные взамен на колониальные. Север этого не хотел, потому что если юг мог бы торговать с Европой напрямую, не было ни единого шанса, что южане купят более дорогие и менее качественные товары северян. Юг хотел фритрейдерства, свободы торговли, север хотел протекционизма. Окончательно этот конфликт будет разрешен только в гражданскую войну. Но давайте вернемся к вопросам культуры. Если на севере образование, оно было обязательным, они так с сатаной боролись, то на юге образование для масс находилось под строгим запретом. Губернатор Беркли говорил так: «Я благодарю Господа за то, что в Вирджинии нет ни бесплатных школ, ни типографий. И я надеюсь, что у нас не будет их еще целую 100 лет. Распространение образования привело к неповиновению властям и ереси, а также к распространению сектантства. А печатный станок лишь позволил свободно клеветать на правительство. Господи, упаси нас и от того, и от другого». Короче, кавалеры были социальными консерваторами. К черту школы, к черту типографии. Образованная элита – это хорошо, а вот массовое образование ни к чему. От бесплатных школ у нас пуритане заботятся. Образ жизни кавалерской элиты был довольно-таки феодальным. Крупные плантаторы распределили между собой землю, породнились между собой, расселись на все должности. И когда они на них расселись, они туда уже больше никого не пускали. Скажем, на момент американской революции, уже в конце XVIII века, все без исключения члены Королевского совета Вирджинии, управлявшего колонией, были прямыми потомками членов того же самого Королевского совета в эпоху Уильяма Беркли. За 130 лет состав правящих семей колоний не поменялся. Короче, вот раз сформировалась элита, а дальше в нее войти уже нельзя. Чисто аристократическое общество, ноль эгалитаризма и ноль меритократии. Общество это было довольно-таки насильственным. Уровень убийств был высокий, в разы выше, чем на пуританском севере. Дуэли были обычным делом. Главным развлечением была охота. Причем если в Англии, на прародине, охота была только уделом аристократии, то на кавалерском юге охотились все. Крупные плантаторы охотились на оленей. Небогатые джентльмены – на лис. А простонародье – на диких уток и гусей. На кавалерском юге охота – это естественное занятие мужчины. И если ты не охотишься, то мужчиной тебя считать нельзя. Кавалерский юг был кровавым, насильственным обществом со специфической феодальной культурой чести. Если север был страшно озабочен религией, то на юге к этому подходили спустя рукава. Скажем, если на пуританском севере добрачных беременностей почти не было, то на юге до четверти невест шли под венец, уже беременными. На севере церковные проповеди длились по 4 часа, а на юге по 20 минут. А зато вот уроки танцев могли длиться по 9 часов. На это южане ни времени, ни сил не жалели. Интересная черта этого общества – это полное отсутствие охоты на ведьм. Если на пуританском севере ведовские процессы полыхали регулярно, то на юге их неизвестно вообще. Наоборот, известны случаи, когда людей штрафовали за попытку обвинить кого-нибудь в колдовстве. Обвинение в колдовстве – это попытка нарушить социальный порядок, а такого на кавалерском юге не любили. И вот что получается. Север, он был нравственный, и поэтому ведьм там вешали и сжигали на раз. А юг был принципиально безнравственный. И ни о каких ведьмах там слышать не хотели. Выходит, что чтобы организовать приличную моральную панику,
нам нужен довольно-таки высокий уровень общественной морали. Где морали нет, там и охоты на ведьм не бывает. Ну и последняя зарисовка про юг, чтобы показать, что это было за общество и как оно выглядело. В середине XVIII века один священник произнес проповедь о вреде гордыни. Он не называл никаких имен, но местный плантатор решил, что это намекают на него. Он страшно оскорбился и послал своих рабов, чтобы они заколотили вход в церковь, где какой-то там поп посмел читать проповедь о том, что гордыня — это, видите ли, плохо. Короче, пуританский север и кавалерский юг были двумя совершенно разными, во многом противоположными обществами. И конфликт между ними был разрешен только в гражданскую войну, когда север раскатал юг асфальтовым катком. Неудивительно, что многие южане с этим до сих пор не смирились и называют гражданскую войну в США либо агрессивная война севера, либо, более красиво, на мой взгляд, завоевание Америки Массачусетсом. Вообще, если принять во внимание, что север и юг были сформированы представителями двух враждебных сторон в английской гражданской войне и представителями двух совершенно разных противоположных культур, удивительно не то, что гражданская война в США произошла. Удивительно то, что она произошла так поздно. Возможно, вы отнесетесь к сказанному со скепсисом. Мол, какое отношение имеют конфликты и установки седой древности к более современным событиям? На самом деле имеют. Вот когда говорят о гражданской войне в США, много рассуждают о проблеме об эволюционизме, меньше об экономических противоречиях, но совсем забывают вот о чем. Когда северные аболиционисты раздували пламя войны против рабовладельческого юга, как они этот самый юг называли? Ни плантацией, ни пыточной, ни тюрьмой. Гораздо интереснее. Весь юг — это один большой бордель. По-моему, это невероятно красивая и невероятно пуританская формулировка. Мне кажется, это классическая оговорка по Фрейду, когда твоя формулировка выдает твою истинную мотивацию. А истинная мотивация, как сказал бы дедушка Фрейд, заключалась в следующем. Война необходима, потому что на юге слишком низкий уровень сексуальной репрессии. Там на юге ебутся. Хватит это терпеть. Ну окей, скажете вы. Ситуация предельно ясна. На севере живут поехавшие от собственной добродетели пуритане, охотники на ведьм. На юге поехавшие от собственной гордыни кавалеры с их рабовладением. Ну, а нормальные это люди в этой самой Америке были? Вы будете смеяться, были. И это были квакеры. Если бы современный, прогрессивный, либеральный горожанин из Нью-Йорка там или Сан-Франциско попал на пуританский север или на кавалерский юг, он бы там быстро погиб. Пуритане казнили бы его за недостаточно чистый моральный облик. Кавалеры убили бы его за то, что не мужик. А вот в центре у него были бы все шансы выжить. Потому что в центре, на территории нынешней Пенсильвании, жили квакеры. Квакеры были очень любопытной сектой, возникшей в Англии в 17 веке. Учение квакеров разработал сын ткача по имени Джон Фокс. Квакеры отвергали идею первородного греха и считали, что человек по природе своей добр. В душе каждого из нас горит внутренний свет и соединяет нас с Господом. Так что нет никакой нужды ни в священниках, ни в чтении Библии, ни в религиозных ритуалах, ни вообще в организованной религии. Достаточно просто следовать велениям собственной совести, направляемой внутренним светом. Квакеры отвергали социальную иерархию, отказывались признавать различия между дворянами и простолюдинами. В то время как в Англии существовала сложная система приветствий, учитывавшая социальные различия, поклоны, кивки, снятие шляпы, в зависимости от статуса каждого, то квакеры все это отвергали. Они признавали лишь один единственный вид приветствия – простое, демократичное пожатие рук. В Англии квакеры подвергались преследованиям, а укрыться им было негде. Ситуация изменилась лишь в конце 17 века, когда король Карл II задолжал крупную сумму квакерскому коммерсанту Уильяму Пенну. Вернуть долг ему было нечем, поэтому он расплатился своим кредиторам куском земли в Северной Америке. Поскольку владельцем этой территории был Пенн,
то и назвали ее Пенсильванией, то есть лесом Пенна по латыни. А столицу этой страны назвали Филадельфией, то есть дружеской любовью, если по-гречески. Вообще, это интересная черта квакерской топонимики. Если кавалеры любили давать своим поселениям староанглийские названия, типа Чарльстон, город короля Чарльза, а пуритане библейские, например, город Ньюарк, это на самом деле New Ark of Covenant, новый ковчег завета, то топонимика квакеров была классической, греко-римской. Эти ребята были за рационализм и просвещение. Характерные черты квакерского общества, так сильно отличавшие его от общества кавалерского или от общества пуританского, это толерантность и ненасилие. С первым проще всего. Если на кавалерском юге квакеров гоняли, а на пуританском севере просто казнили, как и всех, кто не разделял их взглядов, то в квакерской Пенсильвании царила полная свобода вероисповедания. Короче говоря, квакеры исповедовали толерантность. И толерантность эта была односторонней. Их соседи совершенно не собирались платить им той же монетой. Что касается ненасилия, вот тут еще интереснее. И юг, и север были довольно-таки милитаризованы, в то время как квакеры принципиально отказывались брать в свои руки оружие при каких бы то ни было обстоятельствах. Доходило, по меркам сегодняшнего дня, до эксцессов. Но вот, скажем, однажды на Пенсильванию напал пиратский корабль и начал тупо разорять побережье. Квакеры начали спорить, допустимо ли в этой ситуации взять в свои руки оружие, чтобы дать бой бандитам. Некоторые сказали, что можно, другие, что нельзя. И так квакерская община раскололась на долгие годы. Ортодоксальные квакеры считали, что отвечать на насилие насилием нельзя, неважно, пираты там или не пираты. Тут встает интересный вопрос. А как квакеров не поубивали индейцы? И пуритане, и кавалеры 24 часа в сутки ждали атак индейцев и жили в режиме осажденной крепости. А тут пацифисты-квакеры, которым западло брать в руки оружие. И это очень сложная, не очень понятная мне тема. Некоторые считают, что квакерам просто повезло, и они случайно поселились в регионе, где жили уникально мирные индейцы, которые не желали пользоваться миролюбием квакеров, чтобы убивать их и грабить. Другие полагают, что дело обстояло иначе, и что пример квакеров доказывает, что белые поселенцы в принципе могли бы договориться с индейцами, если бы захотели, и что единственная причина, почему между белыми индейцами началась война на истребление, это то, что ни пуритане, ни кавалеры, они, в общем-то, и не пытались договариваться. Короче говоря, на взгляд современного человека, именно квакерская культура и квакерский строй выглядят наиболее привлекательно. Толерантность, демократия, пацифизм. Есть только одна проблема. Из всех старых региональных культур США квакерская – это единственная, которая исчезла. Просто перестала существовать. Пуританизм очень даже жив. По большому счету, именно пуританская культура доминирует в современных США и в этом качестве пользуется глобальной культурной гегемонией. Современное понятие о морали, прежде всего сексуальной, и о том, как она должна регулироваться, это же все понятия чисто пуританские. Сами подумайте, в какой еще стране, кроме США, внутриполитическая повестка строится вокруг вопроса о том, кто с кем переспал и при каких именно обстоятельствах? С точки зрения немца или француза, уделять этим вопросам такое внимание, как уделяют американцы, это полный сюр. Да они поехавшие, думают европейцы. А они не поехавшие. Они просто пуритане. Цивилизация и сексуальная репрессия для них означают одно и то же. Кавалерская культура тоже жива. Она, конечно, не пользуется никакой гегемонией, не то что в глобальном масштабе, но даже и в самих США. Она, к большому счету, подавлена, она считается второсортной, ее высмеивают. Но если проехаться по сельской Каролине там, или Джорджии, можно убедиться, что никуда она не делась. А вот от квакеров не осталось ничего. В середине XVIII века они были третьей по численности религиозной общиной в США. В середине XIX – 15-й. В середине XX – 56-й. Сегодня квакеры составляют ничтожное меньшинство даже в своей давней твердыне в Пенсильвании. Почему так произошло? Самое очевидное объяснение
более низкий уровень рождаемости у квакеров. У пуритан все женщины были обязаны выходить замуж и рожать. А у квакеров этого требования не было. Ну, вот многие не рожали. Поэтому холостых и незамужних у них было больше, и общий уровень естественного прироста гораздо ниже. Это валидное объяснение, но не исчерпывающее. Дело ведь не только в биологическом росте, но и в росте культурном. Толерантность квакеров, которую их соседи не разделяли, привела к тому, что квакерский мем слишком медленно реплицировался. Пуритане давили на квакеров, квакеры не давили на пуритан. Ну и в итоге сомневающиеся или колеблющиеся видели, что пуританинам быть выгоднее. Возможно, постепенное исчезновение квакерской общины – это яркая иллюстрация к выведенному талибам правилу «the most intolerant wins» – самый нетерпимый выигрывает. Потому что если самый нетерпимый выигрывает, то самый терпимый проигрывает. Вот как-то так квакеры и проиграли. Ну окей, вот мы обсудили побережье, обсудили, какие региональные культуры существовали на севере, на юге и в центре. А американцы это кто? Что это за народ такой, живущий от Апалачии и до Техаса? А это очень интересный вопрос. Ну вот смотрите, возьмем Америку 1700-го, скажем, года. Прибрежная полоса, она очень плотно заселена. Но это логично. Там плодородная земля, там мягкий климат, там хорошие естественные коммуникации. Связь с Европой очень простая. Если нужно что-то купить или продать, корабли заходят в вашу гавань каждые несколько месяцев. Но к западу от этой прибрежной равнины лежит горная цепь Апалачей. Труднопроходимый ландшафт, плохой климат, неплодородная почва. Тех, кто идет на запад в Апалачи, ждет голод, нищета и изоляция. Жить придется в полном отрыве от цивилизации. Ну и вишенка на торте. В горах живут индейцы, которые в курсе, что сделали с их соплеменниками на побережье, и что против белого человека надо стоять насмерть. Вопрос. Ну и кто же в таких условиях оставит богатую, теплую и плодородную прибрежную равнину и пойдет на запад, в негостеприимные горы? Да никто не пойдет. Кроме одной, очень специфической этнической группы, которую с прибрежной равнины выдавили. Потому что терпеть рядом с собой этих людей невозможно. Это была первая часть моего цикла «Кто такие американцы?», а всего их будет 3. Так что подписывайтесь на мой канал и ждите следующих частей. Если вам интересен мой контент, то имеет смысл подписаться также и на мой Patreon Галеев. Так вы сможете поддержать производство новых видео. Всего вам доброго и до новых встреч!